Газета «Гвардиан» опубликовала статью, посвященную политике китайского правительства по угнетению и преследованию уйгуров. Согласно информации издания, уйгуры не могут избежать концентрационных лагерей, даже если отвечают критерию образцовых граждан. К такому заключению «Гвардиан» пришло, основываясь на свидетельствах уйгурки по имени Диляра, проживающей в Турции. Автор статьи Эвелин Чао отметила, что Диляра не носит платок, употребляет спиртное, общается с друзьями и в совершенстве владеет китайским языком. Кроме этого, подчеркивается, что семья Диляры привержена идеям Коммунистической партии Китая и относится к группе образцовых граждан. В 2015 году Диляра перебралась в Турцию вместе с супругом. После рождения ребенка к ней приехала мать и находилась вместе с ними около года. После возвращения на родину в начале 2018 года паспорт матери Диляры был отобран, а женщину направили в лагерь перевоспитания. По словам Диляры, в лагерях находятся родные всех ее знакомых, которые проживают в Турции. Отметив, что с 2017 года китайское правительство заключило в концентрационные лагеря миллионы уйгуров и других тюрков, исследователь-синолог Адриан Зенц сделал следующее заявление. Возможно, аресты и заключения в уйгурском регионе являются самым крупным примером этнорелигиозного геноцида после Холокоста. Британский совет мусульман призвал правительство Великобритании принять конкретные действия против Китая в связи с нарушениями прав человека в уйгурском регионе. Обращение было направлено министру иностранных дел Доминику Раабу. В письме генерального секретаря организации Харун Хана отмечается усугубление положения уйгуров, продолжение преследования мусульман, применение методов принудительного контроля рождаемости и концентрационные лагеря, в которых содержатся миллионы мусульман. Харун Хан заявил, что если не ввести санкции против Китая, то этническая чистка уйгуров и других тюрков продолжится. В США был издан указ об освобождении здания Генерального консульства Китая в Хьюстоне в течение 72 часов. Китай назвал это решение провокацией. Вашингтон распорядился закрыть китайскую дипломатическую миссию в Хьюстоне после уведомления о том, что документы свидетелей одного из дел были уничтожены. Согласно информации местных СМИ, после того, как очевидцы сообщили о том, что документы были сожжены в мусорных баках за пределами здания консульства, в район выехала полиция и пожарные. Китай назвал этот приказ противоречием международному праву. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ван Квембин предупредил, что если США не отменят решение, то Пекин прибегнет к ответным мерам. Правительство Китая решило закрыть консульство США в Ухане. Соединенные Штаты заплатят $1 миллиард 950 миллионов за поставку 100 миллионов доз потенциальной вакцины от COVID-19, которую разрабатывают компании Pfizer и BioNTech, сообщает Министерство здравоохранения и социальной службы США. В заявлении сообщается, что на первом этапе будет выплачено около $2 миллиардов на производство и поставку 100 миллионов доз. Кроме этого, США заказали дополнительные 500 миллионов доз. Турция и Россия договорились о создании совместной рабочей группы по прекращению огня в Ливии. В совместном заявлении Министерств иностранных дел Турции и России отмечается, что консультации по вопросу создания совместной рабочей группы по Ливии состоятся в ближайшее время в Москве. Ссылаясь на инициативу по смягчению обстановки, начатую 8 января в Стамбуле, стороны отметили, что ливийский кризис не может быть решен военным методом.